Здравствуйте, на телеканале «Салям» новости ишимбайского телевидения, в студии Дина Мурзина. И сегодня в нашем выпуске. Помощь во благо общего дела. Ишимбайские волонтеры помогают привести в порядок музей СВО. Услышали, что открывается музей в городе Ишимбай, посвященный специальной военной операции. Мошенники взялись за молодежь. Расскажем, как злоумышленники вовлекают в преступные схемы детей и подростков и как избежать беды. Конкурс юных башкирских красавиц. Кто она? Победительница финала Халукай-2024 в Ишимбае. На минувшей неделе ишимбайцы простились сразу с двумя земляками, погибшими при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Церемония прощания с Михаилом Коньковым состоялась во Дворце культуры. В последний путь его пришли проводить родственники, друзья, знакомые, те, кто не захотел остаться в стране и решил отдать дань уважения герою, отдавшему свою жизнь за Родину. Мы никогда его не забудем. И хотел бы сказать нам всем, всегда надо помнить о тех подвигах, которые сейчас совершаются. Это совершается так сказать, для нашего государства, для процветания нас с вами. Спи спокойно, солдат. Михаилу Конькову было 42 года. После школы он отучился в профессиональном училище номер 76 и получил специальность техника-технолога. С октября 2022 года был мобилизован для участия в специальной военной операции в должности командира мотострелкового отделения. С достоинством выполнял все стоящие перед ним задачи. У него остались жена и дочь. Церемония прощания с Алмасом Миргалеевым прошла в селе Макарово. Ему было 36 лет, уроженец деревни Янгурча Стерлибашевского района. В 2006 году он окончил 21-е училище в Ишимбае и в том же году призван на военную службу. Работал по рабочим специальностям, а в январе 2024 года уехал по контракту для участия в СВО. Родные и знакомые вспоминают Алмаса Миргалиева только с положительной стороны. Дисциплинированный, спокойный. В экстремальных ситуациях проявлял решительность и героизм, имел активную гражданскую позицию. Сослуживцы относились к нему с уважением и теплотой. У него осталась мама и жена. Особую гордость ишимбайцы испытывают, когда посещают музей специальной военной операции. Он открылся в городе осенью прошлого года. Музей принял в своих стенах школьников, студентов, кадетов и удивлял представленными экспонатами, среди которых подлинные предметы прямо с передовой. Это части снарядов с подписями военнослужащих и даже бронежилет одного из героев СВО. Помещение музея не новое. Где-то требуется провести ремонт. Ишимбайские волонтеры посетили музей, чтобы привести его в порядок. Музей СВО. Сейчас здесь идет ремонт силами инициативной группы. Это будет не просто музей, а площадка для объединения волонтеров по поддержке армии и фронта, а также для выставок, лекций, семинаров по темам начальной военной подготовки. Пройдут здесь и тематические мероприятия для школьников и студентов. Задача создания музеев, посвященных СВО, находится в перечне поручений президента России Владимира Путина. Инициативы открыть здесь комплекс военно-спортивного воспитания и военно-патриотической подготовки «Армада». Эту идею поддержали депутатский корпус, конечно же, глава администрации и очень многие предприниматели. Союз предпринимателей Ишимбайского района. Все они подключились, и вот с этой поддержкой здесь уже начались, как видите, достаточно такие большие изменения, полная реконструкция с целью открытия здесь в первую очередь музея артефактов. И мы здесь очень много уже сделали. То есть заказали проекты, поменяли окна, стены убрали ненужные. Воздвигаем стены, которые по проекту уже нарисованы. Чтобы привести музей в порядок, сюда приехали волонтеры. То есть услышали, что открывается музей в городе Ишимбай, посвященный специальной военной операции. То есть и мы с помощником мобилизационного отдела решили, то есть на общественных
началах помочь. Поддержали идею и директор Кензебулатовской школы Шеймурат Гениатуллин. Он приехал с сотрудницами, чтобы помочь убрать помещение музея, и пожелал, чтобы музей был всегда наполнен светом и служил во благо подрастающего поколения. Музей СВО – необходимость современной реальности. Его работа помогает формировать патриотизм и гражданскую ответственность. Будущему поколению показать, как все это было. У нас все люди, все граждане с активной гражданской позицией. Поэтому здесь случайных людей среди нас нет. И, я думаю, не будет. Все люди на добровольных началах, по зову сердца и с активной гражданской позицией. Реконструкция здания. Сейчас здесь будет производиться ремонт. И в помощь этой реконструкции пришли в помощь. Наша будущая молодежь и поколение знали, что такое эхо войны. Также проводить занятия по начальной военной подготовке, также по медицинской подготовке. Это все надо знать. Сегодня здесь и дети из села Верхотор. Они тоже оказывают посильную помощь по уборке. Мы с друзьями на каникулах собрались помочь, являемся волонтерами. Светлана Кильдибекова, Загир Хасанов, Ишимбайское телевидение. Полиция информирует, соучастниками преступных мошеннических схем все чаще становятся несовершеннолетние. Молодежь вовлекают в классическую мошенническую схему. Ваш родственник попал в ДТП, в которой подростку предлагается работа в качестве курьера. Такие предложения распространяются в соцсетях и мессенджерах. Пришел, забрал, перевел и получил процент так называемых комиссионных от суммы себе. Однако такие выезды на адреса для курьеров заканчиваются одинаково – задержанием. Подростки в погоне за легким и быстрым заработком становятся соучастниками преступлений и фигурантами уголовных дел. За последние 2 месяца текущего года в совершении преступлений в качестве курьеров вовлечено 6 учащихся общеобразовательных организаций Уфы, Стерлитамака, Бирска и Нефтекамска. Есть случаи, когда аферисты убеждают детей выполнять некие задания, якобы для того, чтобы прокачать свой игровой аккаунт, а в итоге родители юных геймеров лишаются финансовых средств. Необходимо в первую очередь ограничить доступ несовершеннолетних детей к онлайн-приложениям, онлайн-банкингу и кредитным банковским картам, а также своим мобильным телефонам, где имеются данные приложения. Установить лимит на совершение суточных операций, что многие приложения позволяют сделать на сегодняшний день. И также необходимо проверять контент, который потребляют несовершеннолетние дети, в том числе в различных телеграм-каналах, социальных сетях, что они смотрят, где они находятся, поскольку основные предложения заработка, в том числе в качестве курьеров, именно поступают там. И несовершеннолетние дети в основном в социальных сетях предоставлены самим себе. Также после страшного теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле подростки по всей стране в мессенджерах получают предложение совершить теракт. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посоветовала подросткам не вступать в переписку и блокировать такие подозрительные аккаунты. О всех подобных случаях необходимо немедленно информировать правоохранительные органы. На сцене Ишимбайского дворца культуры состоялся финал конкурса башкирских красавиц «Халукай-2024». Участницам от 16 до 23 лет предстояло пройти непростые испытания. Помимо красоты, девушки показали умения и таланты, рассказали о себе, пели, танцевали, демонстрировали искусство дефиле. На финале самого красивого конкурса побывала и наша съемочная группа. Многочисленные репетиции, все движения должны быть оточены, плечи расправлены, а в глазах уверенность в том, что ты лучшая и на 100% соответствуешь титулу. На финальном выступлении перед зрителями жюри решит, будешь ли ты носить звание самой главной башкирской красавицы. А пока множество мыслей в голове и свои рассуждения о том, что нужно, чтобы точно обойти соперниц. Должна быть не только красивой, умеющей разговаривать красиво на башкирском языке, но также она должна уметь танцевать. Она должна владеть таким навыком, как вокал. Также она должна уметь показывать свое актерское мастерство на сцене. Должна быть естественная красота. Мы живем в таком мире, то, что у нас как бы наращивают и ногти, и ресницы, да. Я как бы сама против этого, противница таких действий, сама за естественную красоту.
Конкурс «Хэллоукай», как и другие конкурсы красоты, это отличная возможность для девушек реализовать свои мечты и амбиции на сцене. Ведь каждая представительница прекрасной половины так или иначе в душе мечтает стать королевой красоты. Пусть не мира, но хотя бы родного района. Хотя каждую из этих участниц многочисленные болельщики и родные уже считают самой лучшей. Например, молодой человек участницы Виктории Кожемякиной искренне переживает за нее, ведь для него она давно самая-самая. Приехал из Красноусольска, я парень Вики, Виктория Кожемякина. Считаю, она как самая красивая девушка среди всех, я думаю, она победит. 16-летняя Виктория Кожемякина удивила всех, и зрителей, и жюри. Ведь она одна из всех, русская, которая в совершенстве владеет башкирским языком. Знание башкирского – одно из главных условий конкурса, так же, как умение держать осанку, правильно подать себя и выигрышно смотреться на сцене. Зрители горячо поддерживают участниц. Многие пришли с плакатами, целыми семьями. Особо активны студенты нефтяного колледжа. Все вместе они поддерживают студентку Язгуль Галимулину. Мы с нашими студентами пришли в поддержку нашей студентки, нашей участницы Язгуль, поддержать ее своими аплодисментами, конечно же, свои силы, чтобы она почувствовала уверенность, нашу поддержку. Атмосфера конкурса завораживает. Таинство красоты, культуры, искусства. Надо отдать должное всем участницам. Ведь на такую красоту и талант хочется смотреть снова и снова. Спасибо городу, что проводит такие конкурсы, мероприятия, почаще бы такие, чтобы и девочкам было чем заниматься. Заинтересованность все равно есть. По завершению последнего номера начинается не менее серьезный этап – подведения итогов. Волнуются все – и члены жюри, и участницы, но вместе с волнением и чувство благодарности. Конкурс прошел за 2 недели, готовились долго, но сам он прошел быстро. От зала была очень большая поддержка, очень сильно помогала. Я очень благодарна. Очень трудно судить самые красивые создания в мире. Вот я как говорю это как художник, потому что приходится обращать не только на внешность, но и как внутреннюю красоту, как они держат себя на сцене, как они говорят, как танцуют, как показывают одежду. Все-таки для этого нужен, наверное, талант. Поэтому вот жюри, у нас там сейчас горячие споры. Все девушки были награждены, каждая в своей номинации. Помимо 1-го, 2-го и 3-го места были номинации «Приз зрительских симпатий», «Мисс Харизматичность», «Надежда», «Мисс Артистичность», «Очарование», «Грация». Специальным призом за знание башкирского языка была отмечена Виктория Кожемякина. Специального приза газеты «Таратау» была удостоена Гузелия Галина. По итогам онлайн-голосования звание «Мисс Интернет» завоевала Камила Латыпова. Но все же главный приз – звание Гран-при конкурса. Мурзагалина Диана! Аплодисменты! Счастливой обладательницей Гран-при стала Диана Мурзагалина, ученица школы имени Заки Валиди из деревни Бексянова Ишимбайского района. Вот такими эмоциями поделилась счастливица. Было очень волнительно. Я рада, что поучаствовала в этом конкурсе. Хочу поблагодарить организаторов, своих родных, своих родителей, то, что дали такую возможность поучаствовать тут. И, конечно же, своих сестер, которые поддержали меня. Спасибо большое. Это было неожиданно. Айгуль Якупова, Загир Хасанов, Ильназбек Кузин, Ишимбайское телевидение. И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей вы можете увидеть на сайте Ишимбайского телевидения, в группе ВКонтакте, а также на Рутуб-канале. Всего доброго. До свидания.